Здравствуйте, мальчишки и девчонки! В эфире информационная служба детских новостей. И сегодня наш выпуск будет не совсем обычным. Да, и все потому, что прошедшие и наступающие дни богаты самыми теплыми и добрыми праздниками. Буквально в минувшее воскресенье, 1 октября, весь мир отмечал Международный день пожилых людей. Да, ребята, эта дата создана с целью, чтобы люди вспомнили о своих любимых родителях, бабушках и дедушках, проявили вежливость и просто в очередной раз протянули руку помощи тем, кто так часто стесняется ее просить. Да, и к этому случаю наши юные корреспонденты Дарина Ботвинская и Александрина Косарева отправились в садик Аленушка. Юнкоры провели собственное журналистское расследование. Они узнали, у кого вкуснее пироги, чьи сказки самые добрые и с кем играть в шашки интереснее всего. Смотрим! У меня бабушка печет варенье из вишни. Что ты любишь больше всего делать с дедушкой? Я люблю ездить с дедой в сад и люблю помогать ему. А вы играете с дедушкой? Играем иногда в нарды. Куда вы любите ездить? В лес. Что вы делаете в лесу? Пикник делаем. А играете ли вы с дедушкой? Да. Какие игры? Шашки. Кто побеждает? Иногда ничья, иногда я. Что бы ты пожелала своим бабушке и дедушке? Чтобы они были здоровыми. А что вы любите больше всего делать с бабушкой? Лепить. А с дедушкой? Рисовать. Что вы рисуете с дедушкой? Всякие разукрашки. Любишь ли ты свою бабушку и дедушку? Да, очень. Что ты любишь с ними делать? Я люблю с ними делать всякие вкусняшки и ездить по магазинам. А играете ли вы вместе с бабушкой и дедушкой? Только у нее много работы, мы иногда играем. А что ты пожелаешь бабушке и дедушке? Я очень их люблю и желаю им здоровья и счастья. Что ты любишь больше всего делать с дедушкой? С дедушкой я люблю играть в шашки. А с бабушкой? С бабушкой я люблю всегда отдыхать на море, ездить в сад. За что ты любишь свою бабушку? Потому что она варит очень вкусные блинчики и варенье. А дедушку ты за что любишь? Он со мной играет постоянно. Какие вкусняшки бабушка готовит? Суп без баумака, спагетти. А что больше нравится? Спагетти и суп. Какие игры вы играете? Пазлы. Какие вкусняшки бабушка готовит? Пряники. Сказки тебе читают? Раньше читали. Какие? Бабушка Люба читала «Царевна лягушка». Какие бабушкины вкусняшки ты любишь? Пирожки. Что бы ты пожелал своим бабушкам и дедушкам? Чтобы они были бы счастливы бы и долго жили. Что ты можешь пожелать своим бабушке и дедушке? Чтобы они были здоровы. А в какие ты с ними игры играешь? В разные. А что вкусненького у тебя бабушка готовит? Лепешки. А что вы любите делать? Печь пирожки. Что ты с ними вместе любишь делать? Я люблю с ними обниматься. А вы куда-нибудь ездите? В Магнитку ездим. Что вы делаете в Магнитке? Покупаем одежду. А какая твоя бабушка? Добрая она. А дедушка? Нам покупает всегда вкусняшки какие-нибудь. Спасибо нашим корреспондентам за интервью. Действительно, дедушки и бабушки – наши самые лучшие взрослые друзья. Это точно. Ну а теперь перейдем к другому, не менее доброму и теплому празднику, который пройдет буквально через пару дней. И это День учителя. В России он отмечается традиционно 5 октября. Да, и именно поэтому программа «Детское время» от лица всех учащихся города спешит поздравить наших самых добрых, самых справедливых, самых мудрых учителей с их праздником. Да, а ребята школы лицея номер 9 даже подготовили и прислали к нам в редакцию свою поздравительную видеооткрытку. Таким вот образом лицеисты поздравили всех учителей города. Смотрим!
Наши милые, Хорошие, Строгие и не очень. Дорогие и бесценные. В этот праздничный день мы хотим вас поздравить. Но как? Мы долго думали. И еще думали. Здоровью побольше, терпения подольше и сил на года. Поменьше отчетов и бумажной работы. Достойной зарплаты и разной оплаты. Спокойных и добрых детей, без сумасшедших идей. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если светитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Да, очень хорошее поздравление получилось. Молодцы, ребята. Никита, а это еще не все поздравления нашим учителям? Не может быть. Да, наши специальные корреспонденты Сафина Илина и Ветрова Дарина взяли интервью у учащихся школы номер 1. Ребята рассказали о своих любимых учителях и оставили много теплых и душевных пожеланий. Ты знаешь, какой праздник будет 5 октября? 5 октября – Международный день учителя. Какой твой самый любимый учитель? Классный руководитель Силия Ашрафовна. Чем тебе нравится этот учитель? То, что прямо с порога, с 1 класса она нас сразу подобрала на руки. Какой твой самый любимый учитель? Классный руководитель Зульфия Муритовна. Она открытая, с ней легко начать разговор. Что ты хочешь пожелать своему учителю? Чтобы она оставалась такой же, терпения и всего хорошего. Мой любимый учитель Ирина Алексеевна и Рита Рамазановна. Ирина Алексеевна, она очень веселая, добрая, всегда меня поддерживает. А Рита Рамазановна меня всегда хвалит. И я хочу им пожелать, чтобы они всегда были такими же красивыми и никогда не болели. Я люблю своего учителя Татьяну Николаевну. Она очень хорошая, добрая. Она всегда терпеливая. И я люблю Риту Рамазановну. Она добрая и меня постоянно хвалит. Как ты думаешь, какой должен быть идеальный учитель? Чтобы он не ругался, терпел наши капризы, и не ставил двойки, чтобы вообще ничего плохих оценок не ставил, и были только 5 и 4. Представьте себя учителем, и весь ваш класс шумел. Что бы вы тогда сделали? Я бы попытался остаться терпеливым и успокоить всех детей. Я бы попыталась успокоить детей, а если бы шум продолжался, я бы отвела их к директору. Как ты думаешь, учитель – это сложная профессия? Хотел бы ли ты им стать? Мне кажется, что профессия учитель – это сложная профессия, и я бы не хотела стать учителем. Идеальным учитель должен быть тот, который не ставит двойки, не ругается и хорошо все объясняет и дает хорошо материал. Мой любимый учитель – это мой учитель по русскому языку Чекушкина Ирина Александровна. Я бы хотела пожелать всем учителям нашей школы хорошей нервной системы, здоровья и психики. Хотел бы ты стать учителем? Я думаю, что учитель – это скорее призвание, а не профессия. И для этого нужен особый дар и любовь к этой профессии.
Я, как президент школы от лица школы номер 1, хотелось бы поздравить всех учителей с Международным днем учителя. И хотелось бы их поблагодарить за их заботу, понимание и терпение. Поздравляю! Ну что ж, вот такими событиями были наполнены прошедшие дни. А наше эфирное время подошло к концу. И если вам есть что нам рассказать, то пишите в группу ВКонтакте, которая так и называется «Новостная программа «Детское время». Или звоните к нам в редакцию 5 14 95. А с вами были, как всегда, очаровательная Милана Семерякова И неподражаемый Никита Полосков. Всем пока!